Ну что ж, Димаш Ахметович, перед тем, как начать допрос, давайте же пройдемся по вашей биографии. Вы родились в городе Алматы. С детства учились на отлично. Оканчивая Школу получили комсомольскую путевку в Москву и показали себя в студенческих годах только с лучшей стороны. В те годы вы встречались даже с легендарными людьми. Приветствую, Турар ага. Здравствуй, Дин Мухаммед. Как учеба? Нам нужны такие джигиты, как ты. У молодежи всегда есть мечты. Скажи, какая мечта у тебя? Моя мечта – увидеть процветающий Казахстан. И я хочу, как и вы, работать ради этого. Кто этот человек, с которым все здороваются? Ты правда не знаешь? Это Алихан Букихан. Рядом с ним его дочь Елизавета. Иманы жолдас болсын. Балам, қазақ елі үшін қызмет ет. Алла сені жарылқасын. Вы еще хотели мне что-то сказать? Да. Будьте моей женой. Пока другие сидели в кабинетах, вы работали в тылу. Даже будучи начальником, вы работали вместе с людьми. Люди это запомнили, и люди вам поверили. Параллельно с хозяйственной работой вы занялись наукой. Академия наук Казахской ССР. Вы не числились формально, вы управляли. Решением Центрального комитета назначается Динмухамед Ахметович Кунаев первым секретарем Казахской ССР. При вас Казахстан стал одной из передовых республик. У меня появилась отличная идея. Надо создать целинный край. Самые хлебные области Казахстана лежат впустую. Зачем они кочевникам? Как он может быть таким огромным? Ну что, отдадим северные области Казахстана под целину? Я категорически против не только рассмотрения, но и постановки данного вопроса. Хлопкосеющие районы Южно-Казахстанского края следует передать Югу СССР. Извините, Никита Сергеевич, но это недопустимо. Слушайте, а кто вы такие, чтобы выступать против воли Политбюро? Если уж на то пошло, мы можем принять решение и без вашего согласия. Советский Союз – единая страна. А потому кому чью территорию отдавать, решит Верховный Совет СССР. Жумеке, вы поистине отчаянный храбрец. У вас львиное сердце. Ради родного народа я готов даже на испытание в аду. Сынок, неужели ты меня арестуешь?